Власти Таджикистана бьют тревогу. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что так напрягло властей. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних и важных событий. Турецкие ударные беспилотники «Байрактар» поступили на вооружение пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба кыргызского президента 18 декабря. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров осмотрел беспилотные летательные аппараты «Байрактар», поступившие на вооружение пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности республики, говорится в сообщении. Главе государства рассказали о системе управления этими аппаратами и продемонстрировали их работу, отметили в пресс-службе. Мы закупаем эту технику за счет государственного бюджета. Скоро из Турции будут доставлены «Байрактары». Такое оружие есть только в 5 странах мира. И мы скоро пополним этот список. Сейчас наши специалисты обучаются управлению беспилотниками. У России мы закупаем беспилотники «Орлан-10Е». На это тоже выделены средства из государственного бюджета. Данные аппараты полностью приобретены на средства из республиканского бюджета и будут использоваться для обеспечения оборонной безопасности страны, в том числе по охране государственных границ, заявили в пресс-службе. По информации пресс-службы президента, беспилотные летательные аппараты, полностью приобретенные на средства из бюджета. О намерении Кыргызстана купить у Турции «Байрактар» 21 октября сообщил глава Государственного комитета национальной безопасности Камчибек Ташиев. После на пресс-конференции президент Садыр Жапаров заявил о выделении $100 миллионов на обновление военной техники Кыргызстана. Это не подготовка к конфликту, а к тому, чтобы сохранить безопасность нашей страны. Мы ни разу за 30 лет не начинали конфликт с кем-либо, не захватывали чужие территории с оружием в руках, и впредь такого не будет. Но если будут попытки захватить наши территории, то ответ будет жестким, сказал президент. Кыргызстан стал первой страной Организации договора о коллективной безопасности, закупившей турецкие беспилотники. До этого сообщалось, что «Байрактар» ТВ-2 закупил Азербайджан и применял эти беспилотники во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. В сентябре этого года сообщалось, что беспилотники «Байрактар» демонстрировались в Ашхабаде на параде по случаю 30-летия Туркменистана. 26 октября украинские военные впервые применили «Байрактар» в районе операции в Донбассе. А как вы относитесь к такому перевооружению Кыргызстана и к тому, что в Таджикистане нет подобной техники? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Сегодня основная задача страны – это оперативно реагировать на внешние угрозы. Для этого необходимо создавать высокотехнологическую армию современного типа, оснащенную последними моделями беспилотников и новыми видами оружия. В начале ноября международная компания Global Firepower опубликовала обновленный международный рейтинг по военной мощи. Таджикистан, как и в начале этого года, занимает в рейтинге 99 место, но содержит рейтинг уже не 138 стран мира, как это было в январе, а 140. В рейтинге говорится, что в вооруженных силах Таджикистана служит 9 тысяч человек, что составляет около 0,1% от общей численности населения. Также отмечается, что на вооружении у Таджикистана стоит 25 единиц военной авиации, в том числе 20 вертолетов, а также 253 танка, 400 бронетранспортеров, 80 гаубиц и 125 ракетных проекторов. Из-за отсутствия прямого выхода к морю у республики нет ВМФ. Наиболее сильная армия в Центральной Азии согласно рейтингу у Узбекистана, который занимает 51 место в мире. Казахстан занимает 61-е, Туркменистан находится на 86-м, а Кыргызстан на 93-м. Рейтинг возглавляют США, далее расположилась Россия и Китай. В первую десятку стран по военной мощи вошли также Индия, Япония, Южная Корея, Франция, Британия, Бразилия и Пакистан. Самые слабые армии среди стран, присутствующих в рейтинге, у Либерии, Косово и Бутана, 140-е место. Примечательно, что талибов армия Афганистана, которая летом этого года заставила первую армию мира с коалицией покинуть эту страну, находится в рейтинге на 75-м месте. А как вы относитесь к такому мировому рейтингу? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.